Но мы продолжаем тему медицины. Зрение – это уникальный дар, благодаря которому человек может наслаждаться всей полнотой красок живого мира. Но, к сожалению, мало кто задумается, что беречь зрение нужно с малого возраста. Сегодня в нашей студии врач-офтальмолог Иван Корякин. Иван Александрович, здравствуйте. Рада приветствовать вас. Вот расскажите для начала о наиболее распространенных, наверное, и опасных заболеваниях глаз. Какие вообще в Якутии, наверное, встречаются? В наших условиях встречается заболевание глаукома, возрастная макулярная дегенерация и наиболее опасное заболевание, скажем так, тромбоз сетчатки. Глаукома у нас довольно распространенное заболевание, и много людей обращается в нашу больницу. К сожалению, в наших условиях Дальнего Севера получается мало лекарств. Поэтому не все пациенты могут воспользоваться ими. И некоторые, уезжая от нас, получая лекарства эти, не капают их. Поэтому много пациентов, которые далеко зашедшие глаукома. В условиях других городов такого нету. Именно наши условия спровоцируют это. Дорог нету, нет регулярного авиасообщения. Возрастная макулярная дегенерация проявляется чаще всего после 50 лет и характеризуется тем, что ухудшается зрение и вдали, и вблизь. Но это заболевание возрастное, и его можно не то чтобы вылечить, его можно профилактику провести, и зрение сохранится на долгое время. Тромбоз сетчатки, я считаю, что это наиболее опасное заболевание, потому что при этом пациенты резко теряют зрение. У них появляется темное пятно перед глазом. И не все обращаются в первые дни к нам в больницу. И вообще не обращаются. Иногда ходит длительное время, и прогноз этого заболевания очень плохой в данном случае. И вот мы говорим о пятне, да, вот насколько это пятно, чтобы немного понимать, вот вдруг сейчас нас слушают телезрители, и вот у него тоже какие-то ощущения, может быть, появились, и вот чтобы понять, какое это пятно быть, насколько темно должно быть в глазах, чтобы уже сразу обратиться. Это пятно примерно 5-10, может, сантиметров быть, да, в диаметре. Оно темно-серое, но вначале может быть и слегка красноватым. Со временем оно темнеет. И в этом пятне либо мутно видно очень все, да, нельзя различить букв, ничего, либо вообще не видно. То есть сразу же, вот как только вдруг какие-то симптомы появились, лучше сразу обратиться к офтальмологу? Да, то есть если пятно сохраняется в течение нескольких минут, вот 10 минут пятно держится, лучше обратиться. Потому что чем раньше начнется лечение, тем лучше прогноз. Мы можем возвратить зрение, ну, может не 100%, но максимально близкое к этому. Но если говорить о профилактике, вот, по крайней мере, хотя бы вот этих заболеваний, либо общих какие-то, да, общие профилактические действия, вот, что нужно делать человеку вообще, как заботиться о своем зрении? При глаукоме, к сожалению, это заболевание, которое часто протекает бессимптомно. То есть нету никаких симптомов, человек не ощущает то, что он теряет зрение. Зрение вдали у него сохраняется 100%, но сужается поле зрения. При данном заболевании лучше всего обратиться к окулисту раз в год хотя бы, чтобы он мог проверить давление, проверить поле зрения, проверить сетчатку глаза. И на основании этих данных он может выявить глаукому. Также при наших условиях, да, так как мы в основном здесь все азиатской группы расы, и часто бывает закрытоугольная глаукома. Данное заболевание часто проявляется в виде сильных болей в глазах. Вначале появляется туман, радужные круги вокруг источников света, потом ухудшается зрение, и потом появляется покраснение и боль. При данном заболевании лучше сразу обратиться к окулисту. Мы поможем снять боль, поможем снять этот спазм глаза, да, и сохранить зрение. Чем дольше вы будете с этим ходить, тем хуже прогноз ваш, и тем больше вы потеряете в своем зрении. Ну вот в Якутии зима достаточно суровая, долгая, и есть такое народное название, да, как сухость глаз. И насколько оно вообще серьезно, и вот какие меры нужно принимать человеку? Нужно что-то капать периодически, либо ничего не делать, это естественное явление? Ну, сухость глаза – это заболевание довольно распространенные, так как в данное время у нас очень много людей, которые работают с компьютером, работают вблизи с мелкими деталями. Также еще в наших условиях, когда отопление стоит большую часть года,
понижается влажность воздуха в наших квартирах. За счет этого также провоцируется. При этом заболевании появляется покраснение глаз, сухость, чувство песка, жжение в глазах, чувство инородного тела, возможно. При этом заболевание лучше всего начать обратиться к окулисту, если оно сохраняется на протяжении нескольких дней. Или начать, если нет возможности обратиться сразу же, начать увлажняющие капли хотя бы капать. Если человек, это временный симптом, да, при работе с компьютером, достаточно просто отдохнуть немножко, поморгать почаще или отойти минут на 5-10. И эти симптомы должны прекратиться. Ну вот у некоторых бывают проблемы такие, наоборот, глаза слезоточат, да, слезятся. Вот это причина чего может быть? Это также причина синдрома сухого глаза. Вследствие того, что на улице у нас ветер, или кондиционер работает, или вентилятор. За счет этого происходит разрушение слезной пленки, и глаз компенсирует это за счет тем, что повышает продукцию слезы, и появляется слезоточивость. Иван Александрович, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Удачного вам дня. Я напоминаю, что вы смотрели программу «Новый день». Увидимся с вами завтра. Сегодня с вами в студии был Андрей Погорелов.